В Киеве состоялась дискуссия относительно второй годовщины аннексии Крыма. В ней приняли участие общественные активисты, деятели культуры и представители религиозных конфессий. Обсуждали статус полуострова и перспективы его возвращения в состав Украины. Видит возвращение Крыма дипломатическим путем, то есть давлением на Россию. Но реальной стратегии нет, уверен публицист Сергей Датюк. Крымская тема в украинском медиапространстве поднимается недолжным образом. По его словам, украинское общество сейчас прежде всего должно поддержать крымских татар. Якщо Крим ми не можемо повернути, то принаймні на підтримку заслуговує кримсько-татарський народ за свою позицію солідарності з українським народом у цьому питанні. Підтримувати не тільки політично, дипломатично, економічно, а підтримувати в інформаційному просторі по всій території планети. Та ж сама Джамала сьогодні показала, що якщо правильно прорахувати і зробити артефакт, зробити творчий продукт, то с цією ситуацией можно працювати. Правительство не считает себя обязанным заботиться о полуострове, и поэтому эту функцию на себя возложило гражданское общество, считает исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс. Тільки єдиний, хто думає про стратегію, це громадянське суспільство. Як взагалі Україну сьогодні веде в майбутнє не влада, не президент, не прем'єр-міністр, не уряд, не парламент, а громадянське суспільство. Мы проиграли Крым в головах, подчеркнула певица Саша Кольцова. В Украине отсутствует культурная политика по отношению к Крыму, и поэтому необходимо ее развивать и бороться за мнение жителей полуострова. Прийнявши, так скажемо, Крим на баланс, росіяни набагато завзятіше взялися за те, що відбувається там, ніж ми за власну територію. Нам потрібно розробити комплекс заходів щодо підтримки української спільноти там. Ми маємо підтримувати українців там культурно більш активно, надсилати їм книги, забезпечувати їм доступ до наших культурних програм. Крым вернется благодаря украинскому народу, уверен режиссер Ахтем Ситаблаев. Однако государство должно создать такие условия, чтобы пособники оккупантов первыми вышли из Крыма. На границе между Крымом и материковой Украиной будет стоять хорошо вооруженное, очень сильно мотивированное воинское подразделение, состоящее большей частью из крымчан. Поверьте мне, зная настроение там внутри, в Крыму, первыми будут бежать коллаборанты. Их даже не надо будет искать. Я верю в то, что Крым вернется. Вернется в скором времени. Я верю в то, что люди, живущие в Украине, не безразличны, не равнодушны к тому, к той ситуации, которая сегодня происходит. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Саман, АТР.